Вопрос довольно сложный, потому что Эрдоган, в общем, товарищ довольно отмороженный. Я думаю, что это опять-таки зависит скорее от внутриполитической конъюнктуры. Эрдоган, как и многие политики, как тот же Путин, да, ему нужно, он прежде всего думает, решая внешнеполитические задачи, он решает внутриполитические задачи, безусловно. Конечно же, он никак не думает, что он мечтает стать новым там султаном возрожденной Османской империи, но он просто хочет удержаться у власти. Все-таки, как мы уже говорили, Турция страна скажем, такого мега цементного тоталитаризма, а страна с довольно таким подвижной политической системой, и Эрдоган, в принципе, может потерять власть. В отличие от Путина, это гораздо проще ему потерять власть. Слушай, но Поэтому У Путина тоже, извини, в отличие от Эрдогана, да, как бы к нему ни относиться, Турция ничего не оккупировала никогда, да? Ну, мы не будем брать там территорию, часть Сирии, которые, ну, от Сирии и Турции, это вообще сколько турки получили сирийских беженцев за этой войны. Ни одна страна такого не пережила, и честь и хвала этому народу, что они их приняли. Там просто миллионы людей, да? Вот просто представить себе, что вот в Украине 40 миллионов, ну или сколько там сейчас у нас реально живет, и вдруг на 5 миллионов больше становится, да, людей там. Или даже по отношению к Турции, может быть, ну, короче, да. Но вообще они не захватывали чужие территории, никаких там имперских замашек, ну, физического, Эрдоган не проявлял. А у Путина там стоит, кстати, 102-я армия,